Здравствуйте, дорогие телезрители! В прямом эфире телеканала Юрган, программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борш. Сегодня мы говорим о пропаганде здорового образа жизни и популяризации такого вида спорта, как биатлон. Что поможет реализации этих целей? Победы спортсменов нашей сборной, общедоступность секций, организация массовых спортивных мероприятий, таких как «Зимняя Ибица». Об этом мы рассуждаем сегодня с гостями нашей студии. Представлю. Роберт Кабуков, тренер сборной Республики Коми по биатлону. Добрый день. Здравствуйте. И пресс-атташе «Зимней Ибицы» Алексей Карпов. Добрый день. Сразу напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Традиционно с вопросами гостям, пожалуйста, обращайтесь. Может быть, вы позвоните, скажете, собираетесь ли вы поехать на Ибицу. И, я не знаю, может быть, это ваша семейная традиция уже, потому что она третья в этом году. Звоните, задавайте вопросы, пишите на ICQ, номер будете видеть внизу экрана. Участвуйте в нашем эфире, мы будем всегда рады вас слышать, с удовольствием озвучу ваши вопросы. И первый вопрос, который хотела бы задать, Роберт, вам. Вы почему биатлоном решили заниматься в свое время, потом уж тренером стать? Я, будучи школьником, родился в городе Сыктывкаре, в Выжеве начал заниматься лыжными гонками. И в 1979 году в детскую юношескую спортивную школу Олимпийского резерва пришла разнарядка выставить команду биатлонистов на спартакиаду школьников. В тот момент в детской юношеской спортивной школе Олимпийского резерва такой команды не существовало. Пришлось кому-то дорабатывать разнарядку, да? Да, и мой тренер решил попробовать нас в биатлоне. И в тот момент как раз образовалась сборная команда республики юношеская по биатлону из тех ребят, которые попали на спартакиаду. Ну, наверное, у всех биатлонистов спортивная карьера, жизнь начинается с лыж. Просто с лыжных гонок, так ведь? Да, это опорный вид спорта в биатлоне. Биатлонист, прежде всего, хороший лыжник, гонщик, а потом уже стрелок. То есть, получается, важнее быстро бегать на лыжах, чем стрелять хорошо? Сегодня да. В биатлоне скорости очень высокие. И сегодня, если спортсмен выбивает все 10 мишеней или 20 мишеней, как в личной гонке, то это не гарантирует первого места, если он не бежит достаточно быстро. А уникумы бывают, наверное, такие, которые и то, и другое очень хорошо делают? Ну, наверное, уникумами мы можем назвать олимпийских чемпионов, сильнейших лидеров мирового биатлона. То есть те, которые могут совмещать успешно и точную стрельбу, и быстрый бег по дистанции. Недаром у нас многие биатлонисты, они все равно соревнуются и в лыжных гонках наравне со всеми другими спортсменами. А почему биатлон выбран вот таким основным направлением Зимней Ибицы в этом году? Выбирали вид спорта, который просто можно развивать в Республике Коми, для которого есть база для развития в Республике Коми. Соответственно, биатлон, повторимся, тоже это идеальный был вариант, потому что в республике известные славные лыжные традиции. Соответственно, мы вот ждем через несколько лет просто бум именно в биатлоне. И, насколько я знаю, много именитых, в том числе гостей, будет в этот день. Да, это тоже специально для пропаганды здорового образа жизни. Не забываем, что у нас в этом году год здоровья все-таки объявлен. Приезжает трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, двукратные олимпийские чемпионы Сергей Чепиков, Дмитрий Васильев, Анатолий Алябьев. Все они пройдут мастер-классы для молодых спортсменов, ну и на своем примере покажут, каково это быть спортсменом, выйдут сами на дистанцию, примут участие в биатлонной эстафете, наряду, кстати, с молодыми спортсменами республики. Как раз-таки вот сейчас с нами на связи по телефону советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Дмитрий, здравствуйте. Ой, к сожалению, сорвался, не дождался. Ну, я надеюсь, мы сейчас в ближайшее время перезвоним. Вставать будут на лыжню, они мастер-класс? Мастер-класс, банально несколько советов при стрельбе, как себя держаться, о чем думать, на самом деле это очень важно все равно. Ну и плюс для молодого спортсмена совет... Это исключительно для биатлонистов юных будет, да? Для молодых, да, для молодых биатлонистов, то есть как бы молодежная команда Республики Коми. Вот. Но для зрителей обычных будет возможность просто попрактиковаться в стрельбе на одной дистанции, на одном рубеже с олимпийскими чемпионами. Будет организован специальный конкурс, каждый желающий сможет выйти, пострелять и, возможно, победить. Восстановили мы связь с нашим двукратным олимпийским чемпионом Дмитрием Васильевым. Дмитрий, здравствуйте.
Ну, вот опять сорвалось. Ну, очень надеюсь, что мы с третьей попытки у нас получится. Ну, сейчас он не в республике находится, он приезжает только накануне, поэтому вот некоторые сложности в этом есть. Роберт, ну вот биатлон как вид спорта сложный, как и любой, наверное, вид спорта, свои нюансы есть. Но и наверняка есть нюансы черт характера ребенка, который должен пойти, ну, юноши, там, девушки, так? Вот какие черты характера должны быть у успешного биатлониста? Или у биатлониста, который хочет стать успешным? Биатлон — сложный вид спорта, состоит из двух разнонаправленных по темпераменту видов спорта. Это стрельба, где прежде всего спокойствие и хладнокровие, чтобы произвести точный выстрел, и лыжные гонки, где как раз приветствуется эмоции, взрыв. Такая огненность, наверное, какая-то, да, характера. Да, и как раз вот эти две противоположности должны слиться в одном спортсмене и биатлонисте. И сплав вот этого. Просчитать вот эти вот черты характера как-то можно? Я считаю, что нет, посчитать это практически невозможно. Я считаю, что это надо воспитывать в юных биатлонистах. И это задача нашего тренерского коллектива. Всего, кто занимается сегодня именно воспитанием юных, зрелых и биатлонистов спорта высших достижений. Ну, надеюсь, сейчас на сей раз очень надежно восстановлена связь с Дмитрием Васильевым. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в эфире нашего телеканала. Вот насколько я прочитала у вас в интернете, доступна информация, которую вы в биатлон попали случайно. Это так? Абсолютно верно, да, так и было. Я по окончании лыжного своего очередного сезона катился мимо стрельбища, и там оказался мой приятель, который предложил мне пострелять. Вот таким образом я оказался в биатлоне. И причем, насколько я знаю, постреляли вы настолько успешно, что ну, чуть ли не все, да? Да, но самые первые 5 выстрелов в моей жизни я попал 4 из 5. Ну вот вы попали в биатлон случайно, а что как бы привлечет, скажем так, детей в биатлон, вот на ваш взгляд? Какие методы должны сработать? Ну, прежде всего, конечно, это, во-первых, популяризация биатлона, что, насколько я знаю, сейчас в нашей республике идет активная как раз-таки работа в этом направлении. Ну и условия, те условия, которые необходимы для занятия начинающих биатлонистов. Это хотя бы пневматические или лазерные винтовки, ну а лыжи у вас есть. Поэтому вот эти моменты, которые могут быть предложены начинающим, я думаю, что многих привлекут и многих заинтересует именно занятие биатлоном. Спасибо большое, что вы уделили нам время сегодня. Вот, я надеюсь, в приличной встрече, естественно, общение будет лучше. Увидимся на Ибице. Да, спасибо, всего доброго. Всего доброго. Напомню, что на связи с нами был советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Про Ибицу еще несколько слов. Давайте. Что спортивного еще такого будет? Спортивного будет Потому что все-таки это такой традиционный самский футбол. У нас начинается Ибица в 12:00. Первые матчи самского футбола, которые в этом году, во-первых, переходят на профессиональный даже, можно сказать, уровень. У нас участвуют команды, которые занимаются, опять-таки, участвуют на чемпионате Республики Коми, чемпионате Сыктывкара. Вот вы говорите традиционные. Вот мы обратились к нашим телезрителям на улицах города Сыктывкара и спросили, знают ли они, что такое самский футбол. Давайте посмотрим, что они нам ответили. А вы слышали про самский футбол? Какой? Самский. Нет. Нет. Ребята, а вы слышали про самский футбол? Не слышали? Слышал, но не могу вам расшифровать суть этого футбола. Ну, одеваться там в платья, мячик большой такая. Я сам бы спал тогда. Люди в юбках бегают там в грязи, я не знаю в чем, там мячик пинают, как бы, ну вот так. Да, слышала, видела даже картинки, ну где-то вот на Ибице, по-моему, да? Да, организовывали. Ну, давайте расскажем нашим телезрителям, что все-таки из себя представляет самский футбол. Радует, что хотя бы кто-то знает из прохожих. Самский футбол стандартный вид спорта. 3-й раз у нас проводится на Ибице, то есть в прошлый раз зимой и летом, соответственно.
Участвует в 5 полевых, 1 вратарь, в сарафанах, бегают по полю. Единственное отличие еще от стандартных правил классического футбола – это мяч, который у нас большой, можно сказать, в полчеловека рост. И правило еще заключается в том, что мяч нужно именно закатить за линию ворот, а не так, чтобы он пересек его по воздуху. То есть матч проходит упорно, часто судьбу встречи решает 1 гол. В случае, если будет ничья, будет банальная серия пенальти. В этом году у нас 12 команд, это рекордное количество участников. И финал прокомментирует Дмитрий Губерниев, чего мы очень даже ждем. То есть у нас Дмитрий Губерниев не так активно комментирует. Он знает об этом виде спорта? Он знает. Поверьте, он знает. Учитывая, что в прошлом году у нас был Виктор Гусев, который просто на всю Россию распиарил этот вид спорта. Среди своих коллег всем рассказывал об этом. Дмитрий Губерниев тоже знает. Он прекрасно осведомлен о том, что его ждет на зимней Ивице. Готовится, читает информацию. Роберт, хотела бы вернуться все-таки к биатлону, это главная тема нашего эфира сегодня. А в каком возрасте? Вот у каждого направления, каждого вида спорта есть свой возраст, с которого стоит начинать. Там фигурное катание – это очень маленький возраст, 3-4 года, чтобы там каких-то успехов достигнуть. Как с биатлоном? Или там надо очень-очень рано начинать лыжные гонки, а потом уже переходить? Вот какие-то такие возрастные цензы есть? В биатлоне, конечно же, нужно заниматься, прежде всего, начать заниматься лыжными гонками, найти тренера, найти школу, в которой нужно будет заниматься ребенку. И потом, достигнув возраста 15-14 лет, можно уже думать о биатлоне. Такой уже серьезно взрослый, я бы сказала. Для спортсмена тем более, потому что спортсмены чаще всего такие рано повзрослевшие люди. Так? Да, но если говорить о гимнастике, о фигурном катании, о плавании, то да. Но здесь биатлон все-таки связан с оружием, и с оружием огнестрельным. И техника безопасности на занятиях, на тренировке, прежде всего, стоит на первом месте. И здесь мы должны это учитывать. Не давать винтовку детям именно в руки, да? Да, они, конечно же, проходят курсы техники безопасности обязательно. Но здесь еще имеет свою специфику то, что переноска оружия происходит, то ребенок как-нибудь не так, вес винтовки должен быть не меньше 3,5 килограммов, и все-таки дополнительная нагрузка переноски, она тоже играет свою роль. У нас есть звонок, прошу прощения, что перебиваю, давайте примем. Здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте, слушаем вас. Я вот хотел уточнить, вообще интересно, много ли у нас юных спортсменов, лыжников вообще, которые желают заниматься биатлоном? Спасибо большое вам за вопрос. Давайте с республики. Насколько популярны сейчас, на данный момент? Говорить о количестве я сейчас не могу, это точно. Но звонки постоянно поступают в детскую спортивную школу. Да, Олимпийский резерв спрашивают, родители спрашивают, где можно начать занятия именно биатлоном. И где можно начать? У нас, к сожалению, у нас только 2 места, где мы можем, в республике, где мы можем заниматься активно биатлоном. Это Ухта и Сыктывкар. То есть наш стадион, республиканский стадион, где у нас имеется стрельбище прежде всего. Биатлон, он подразумевает именно спортивный объект, где находится стрельбище. Можно еще заниматься или как начать занятия спортом, лыжными гонками, и где-то, если есть тир, то там начать уже обучение стрельбе. Какая-то совершенно отдельная дисциплина, да? Да. Отдельно учимся стрелять? Да, хотя бы какие-то начальные навыки именно в стрельбе. Да. Но у нас юные спортсмены начинают с оружия не с огнестрельного, начинают с пневматического оружия. То есть это наиболее дешевое. По затратам не так емкий, как огнестрельное оружие, и не нужно специализированное стрельбище. Дистанция из пневматической винтовки 10 метров. То стрельбище должно быть лицензировано, должен быть получен допуск к этому объекту, должен быть лицензирован. То есть более доступно. Да. Ну вот, а если в том же самом тире пристреливаться, ведь наверняка винтовки сильно отличаются, мягко говоря, так? Не получится, что переучить гораздо сложнее, чем вообще с нуля научить? Нет, в Германии как раз есть очень большой опыт, где я какое-то время работал. Там как раз пневматическое оружие, переход на огнестрельное происходит в 15 лет. Если ребенок достаточное время, 3 года занимался активно биатлоном, то этот переход проходит не так болезненно. То есть в течение 2-3 месяцев
уже тренер уже может, в принципе, уже полноправно проводить тренировки и соревнования с этим спортсменом. У нас в России немножко посложнее переход. Да, не то, что переход не так сложный, сколько все-таки материально-техническая база. Хотелось бы, чтобы она была намного выше и лучше. У нас обеспечение пневматическими винтовками в республике недостаточное. Недостаточно тренеров на местах, которые могли бы уже сегодня начать тренировки именно в биатлоне. То есть вот здесь как раз какие-то такие проблемы есть. Ну, кадровые. Они характерны для многих видов спорта. И кадровые тоже, да. Даже в лыжных гонках, если мы посмотрим, средний возраст тренерского состава, то он заметно в последние годы как раз увеличился. Он близится к 50. Да, даже за 50. У нас нет притока молодых тренерских кадров, потому что зарплата тренера и все с этим связанное, конечно, переезды, сборы, практически везде находиться со своими спортсменами, это не привлекает молодежь сегодня в профессии. Ну, поэтому у нас сейчас в Республике Коми ведется работа для того, чтобы существенно омолодить тренерский состав. То есть это что для этого делается, давайте расскажем после небольшой рекламной паузы. Сейчас нам пора прерваться. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы, пишите на ICQ и не переключайтесь. Смотрите программу «Случаи из практики». Сегодня мы говорим о таком виде спорта, как биатлон. И напомню, что гости нашей студии сегодня тренер сборной Республики Коми по биатлону Роберт Кабуков и пресс-атташе Зимней Ибицы Алексей Карпов. Роберт, опять к вам вопрос. Все-таки, как специалист все-таки в биатлоне, первые соревнования, это очень важно же, наверняка, для спортсмена. Любой спортсмен поддерживает свой интерес какими-то успехами, которые на соревновательном уровне подтверждаются. Первые соревнования для биатлониста, когда они? Через год, 2, 3, насколько это далеко все? Все зависит от его готовности выйти на старт. Именно, конечно же, биатлонист — это все-таки лыжник, еще раз я напомню. Он стоять уже умеет на лыжах, умеет передвигаться, но все-таки стрелковая подготовка должна быть на определенном уровне. Потому что молодого спортсмена выпускать на трассу, на соревнования неподготовленного, мы можем психологически его... То есть вот этот первый эмоциональный, как у школьника, который идет в первый класс и видит школу, для него это такая эмоция. Радоваться. Да. И здесь, конечно же, желательно, чтобы был какой-то успех. Если спортсмен не умеет стрелять и получит 10 штрафных кругов или 10 штрафных минут, то, конечно, это будет удар. И мы работаем с этим. То есть мы всегда говорим, что биатлонист, спортсмен должен уметь держать удар. Если он падает 3 раза, то 4 раза он должен подниматься, идти дальше. Ну а приемы как-то все-таки после промаха, как настроиться? Первый встал на рубеж спортсмен, первый и сразу промах. Ведь, наверное, руки опускаются. Есть какие-то там, может, секреты, подскажете, я бы, может, пользоваться? Нет, здесь тренер уже бессилен, потому что соревнования, здесь уже тренер, который стоит на рубеже, эта зона называется зона тишины, здесь уже ничего нельзя говорить. То есть мы можем по рации передать на дистанции, чтобы как-то скорректировать своего спортсмена и сделать поправку в оружии на ветер или на какие-то погодные условия. То так здесь спортсмен сам с собой. Здесь спортсмен сам с собой только борется со своими эмоциями, и как он выдержит это будет зависеть, конечно, уже от конечного результата. То есть, может, тоже у каждого спортсмена есть свои секреты, как очень известные нашей спортсменки, она прячется под одеялом, да? Может быть, биатлонисты тоже каким-то образом настраиваются перед... Да, перед гонкой, конечно, желательно отвлечься. Здесь у нас сейчас очень много музыкальных плееров, айпады, айподы. То есть спортсмены одевают наушники, идут на разминку, стараются, конечно, отвлечься. Но не всегда у всех получается, конечно, должным образом. Некоторые спортсмены у нас уже накануне, уже с вечера начинают волноваться. Конечно же, это сказывается все потом на стрельбе, на соревнованиях и на результате конечном. Но это уже наша уже профессиональная обязанность тренерского состава, чтобы успокоить спортсмена, отвлечь его, поговорить. Может быть, после гонки или до гонки его успокоить, или наоборот, немножко взбодрить. Это уже наш чисто психологический трюк. Хочу напомнить нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы, пишите нам на ICQ, номер видите вы внизу экрана. Но вот сейчас с нами тоже на связи по телефону
Очень рада, прямо вот волнуюсь, когда представляю. Спортивный комментатор, голос российского биатлона Дмитрий Губерниев. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что позвонили. Большая честь. Завтра, надеюсь, прилечу в славный Сыктывкар, потому что для меня Республика Коми, где я никогда не был, это и Рочево знаменит, это и Раиса Сметанин, и, конечно, Зимняя Ибица фестиваль, к которому я уже, как выяснилось, имею самое непосредственное отношение. Дмитрий, вы прям просто вот съели все мои вопросы, которые я заготовила. Я хотела немножечко поспрашивать, знаете ли вы, насколько знаете нашу республику. Оказывается, знаете, это очень здорово. Но тогда вот такой вопрос вам задам. Вы приезжаете на Зимнюю Ибицу, вы, мягко говоря, звезда. Вот как вы считаете, такие вот спортивные мероприятия, приезд, точнее, таких известных людей, связанных с спортом, как он влияет, насколько он влияет на популярность вида спорта? Ну, конечно, он влияет. Дело в том, что давайте, во-первых, мы не будем говорить о звездах, потому что все-таки я спортивный журналист, а если серьезно рассуждать на эту тему, то я хочу, конечно, поблагодарить тех людей, которые организовали, безусловно, и руководство Коми, потому что когда ты проводишь что-то для людей, отдача, она непременно придет, потому что я знаю, что работают секции, есть спортивные школы, и на фоне таких замечательных звезд, которые воспитала Республика Коми и Сыктывкар, собственно говоря, вот подобного рода вещи, когда приезжают известные люди, когда от мала до велика все либо в качестве участников, либо в качестве зрителей наблюдают за теми или иными спортивными соревнованиями, в конечном счете просто продвигает спорт и физическую культуру, потому что сейчас огромный всплеск идет после Олимпиады по всей стране, и мне приятно, что Коми и Сыктывкар, в частности, вот методом поддержки такого замечательного фестиваля, как Зимняя Ибица, не просто не отстает, а где-то даже опережает многие регионы, поэтому я с огромным удовольствием жду встречи, постараюсь и пообщаться с людьми, и с журналистами, и, в общем, что-то такое рассказать интересное. И самое главное, наверное, впитать необходимую информацию, чтобы потом и рассказывать о достижениях Коми, и, собственно говоря, вообще подружиться с регионом и все такое прочее. Спасибо большое вам, Дмитрий, и до встречи на Ибице. Спасибо. Всего доброго. Напомню нашим телезрителям, что на прямой связи по телефону с нами был спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Очень радостно. Мне прям волнительно, потому что коллега. Вопрос не успела до того, как мы поговорили с Дмитрием, задать. Пришел на CQ. А сложности на Ибице с автобусами не будет? Вот поверьте мне, это, наверное, самый популярный вопрос, который обычно приходит, спрашивают. Такси туда сложно вызывать? Такси, конечно, да, сложно вызывать. Я думаю, это и не из дешевых удовольствий все-таки. Сложности с автобусами не будет. У нас уже с 12 часов отправляются первые рейсы от остановки гостиницы «Центральная». Автобусы на Ибице будут ходить с интервалом в 1 час, то есть 12, 13, 14, 15. А оттуда уже первые автобусы будут уже отправляться в 13:00. И также с интервалом в 1 час, кроме 19:00. У нас на это время запланирована самая масштабная программа. Будет как раз готовиться к концерту «Отпетые мошенники», завершат свою биатлонную программу наши звезды, поэтому чуть-чуть придется подождать. Но в 20:00, 21:00 уже автобусы дальше будут возобновлять свое движение из этнопарка. Кроме спортивных событий, скажем так, и вот выступления эстрадных звезд, что-то еще развлекательное, может быть, будет? Если Чем говорить о других событиях, вот только что мы общались с Дмитрием Губерниевым, помимо того, что он комментирует нашу замечательную биатлонную гонку и самский футбол, Дмитрий Губерниев проведет мастер-класс для молодых журналистов, встретится с ними, это школа Media Sapiens. Также на Зимней Ибице у нас будет игра в мафию интеллектуальная, боевая игра «Лазертаг», интерактивные площадки со зрителями, то есть масса мероприятий, масса площадок, которые каждый может посетить. Будет организовано питание людей, то есть военно-полевая кухня, где каждый желающий может угоститься горячим чаем, продажа продуктов питания, то есть все, кто приедет, голодным точно не останется и найдет развлечения по себе. А что это для посетителей помладше? Посетителей помладше тоже будет в Конгресс-холле оборудована специальная детская комната, развлечения, и мастер-классы от этнопарка тоже будут организованы. То есть мастер-классы по игрушке будут делать, и плюс тропа сказок стандартно каждый год у нас работает. То есть можно посетить, прогуляться по лесу в приятную погоду. Температура обещает -5. Никто не замерзнет, я думаю. Это... там есть где погреться. И есть где погреться, конечно. Роберт, биатлон, насколько он затратный вид спорта? Может быть, как лыжи,
Они же есть, там еще с лыжных гонок остались. Можно сэкономить. Ну, наверное, он по затратам будет равносилен, как и лыжные гонки. Вот. Но единственное, что добавляется стрельба и стоимость патронов. На сегодняшний день стоимость патрона у нас один выстрел стоит 1 рубль. 10 рублей. 10 рублей. Да, то есть у нас пачка патронов, которая требуется для проведения одной тренировки для одного спортсмена. Это 50 выстрелов, это будет стоимость только патронов 500 рублей за тренировку. В среднем мы проводим в неделю 3 стрелковые тренировки, 3 комплексные работы. То есть вот можно посчитать, сколько у нас затрат происходит в месяц, в год. Ну и добавляется, конечно же, инвентарь, обслуживание комплексов, стрелкового комплекса и лыжного стадиона. То есть это тоже входит все в затраты. А тренировочный процесс, как часто тренировки проходят? Или вот у профессиональных спортсменов, будущих профессиональных спортсменов ежедневно, и это бесспорно для всех видов спорта? Ну, я как тренер могу сказать, что чем чаще, тем лучше. Ага. Спортсмены Ведь 15-16 лет, это же еще и учиться нужно. Да, вот это является одним из самых сложных вопросов, потому что сегодня профессиональный уровень занятий биатлоном – это как минимум 2 тренировки в день и 6 тренировочных дней в неделю. Здесь мы вступаем в компромисс с учебным процессом спортсменов и школьников. И здесь, конечно, есть очень определенные трудности. А создание спорткласса в этом не поможет? Создание спортклассов это уже есть очень огромный опыт. Не сильно отрываясь от России. тренировочного процесса, могли учиться в этом плане, Ну, да? примерно, да. Там есть очень большие свои трудности. Я могу сказать по своему сыну, которого я отдал в спортинтернат, будучи в Германии. Конечно, это большой удар для родителей, потому что практически родители выпускают своего ребенка в большую жизнь, будучи уже в 15, в 13, в 13 лет, уже его не видя практически. То есть он живет в интернате, он занимается спортом, он учится в школе. Это я говорю как родитель. Как тренер, я, конечно, хотел, чтобы у нас такие классы были и организовывались. Все-таки это намного легче и лучше для спортсмена. Ну, то есть просто не всякие родители пойдут на такое, видимо. И, собственно говоря, ради чего? Вот как можно себя стимулировать? Заранее не просчитать, насколько прям совсем успешен будет спортсмен, да? То есть вот это же рискует, а вдруг не получится, карьера не сложится спортивная. Вот здесь как раз и нужно нам, тренерскому коллективу, и вкупе с родителями, с преподавателями, не тянуть одеяло каждый на себя, а органично работать именно с человеком, со спортсменом, чтобы он был не только спортсмен, который ничего не знает о школьной программе, или наоборот, что он будет хорошим учеником, в то же время из него не получится хорошего спортсмена, хотя какие-то задатки природные или таланты в нем и существуют. И сегодня спорт высших достижений – это ведь в какой-то мере социальный лифт наверх. Те ребята из деревень, спортсмены, которые закончив школу, перспективы занять место в жизни не имеют такое большое, как, допустим, кто работает в столице или у кого есть на сегодня, так скажем, родители, богатые родители, или занимать какое-то место в обществе. То в спорте, став олимпийским чемпионом или чемпионом мира, спортсмен, биатлонист или лыжные гонки, он занимает уже какую-то позицию, социальную позицию, и очень высокую в обществе. Но если я правильно понимаю, в биатлон вы не берете любого человека, который изъявит желание, вы присматриваетесь. Вот как-то просчитать успешность спортсмена возможно? На что обращаете внимание? Нет, конечно же, возможно. Есть ведь и медицинские тесты функциональные, то есть там уже определяют его способности выдерживать максимальные нагрузки, размер сердца. Это один из основных органов, который питает кислородом всю мышечную. Да, конечно же, оно должно быть большое. И еще другие показания крови, высокий гемоглобин. То есть это тоже один из показателей, который может говорить то, что спортсмен может достичь. Тело будет само за вас говорить, получается. Высоких. Это такой маленький процент, который мы можем думать, что этот спортсмен может достичь. Все-таки мы воспитываем прежде всего спортсмена, и спортсмен сам должен чего-то достичь. То есть тянуть его за
как лошадку за лямку мы не сможем. Прежде всего, конечно, огромное стремление должно быть самого спортсмена достичь чего-то в жизни, достичь чего-то в спорте. Сегодня в программе мы говорили в целом о популяризации, пропаганде здорового образа жизни и вот в частности о таком виде спорта, как биатлон. И думаю, ну, я не знаю, надеюсь, вы со мной согласитесь, очень много аспектов требуется для того, чтобы вид спорта, в том числе и биатлон, был очень популярный. То есть это и тренерский состав, и где можно заниматься, и желающие заниматься, и вот такие вот массовые мероприятия. То есть вот настолько всего-всего много, и тогда будет массовым этот вид спорта. Правильно понимаю? Конечно. Массовым видом спорта будет, если будет успех. Именно успех в данном виде спорта будет самым сильным двигателем массовости. То есть это победы нашей сборной, в том числе на Олимпиаде? Олимпийские медали, да. Если мы будем говорить, что Бьорн Далин, будем говорить Магдалина Нойнер, это были самыми такими толкателями популяризации биатлона в своих странах. И у нас тоже. Напомню, что гостями нашей студии сегодня были тренер сборной Республики Коми по биатлону Роберт Кабуков. Спасибо большое. И пресс-атташе Зимней Ибицы Алексей Карпов. Алексей, пригласите. Да, конечно же, мы всех приглашаем 29 марта в 12:00 в этнокультурный парк Финогория, где стартует праздник Зимняя Ибица. А вечером вас ждет общение с биатлонными звездами. Кроме того, вход бесплатный. Вход, конечно же, бесплатный. Да. Всего доброго, спасибо большое вам. Вам спасибо. До свидания. А в следующем эфире программы «Случаи из практики» мы говорим об избавлении от вредных привычек. Почему табакокурение и алкоголь так прочно заседают в голове? Как распрощаться с отравляющими зависимости? Узнаем у нарколога Анатолия Подорова. До встречи!